Спортивных мероприятий в 2020 году в Башкортостане было не так много. В нашу жизнь свои коррективы внес коронавирус. Часть мероприятий перенесли на 2021 год, часть вовсе отменили. В начале года, когда страшная болезнь нам казалась чем-то далеким, одним из ярких событий спортивной жизни региона стал матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом мероприятии тоже был. Открыл его и даже при очень плотном графике задержался дольше обычного. Добрый день, уважаемые участники, гости соревнований. Сегодня здесь, в Башкортостане, собрались лучшие студенческие баскетбольные команды. И мы, конечно, предвкушаем замечательную спортивную игру. Я хотел поприветствовать сегодня наших гостей, великих спортсменов, которые прославляли советский и российский спорт, олимпийских чемпионов, чемпионов Европы. И очень здорово, что сегодня они с нами. Ради Фаридович, спасибо большое вам. Мощное начало. Скажите, пожалуйста, а из Башкортостана кто играет здесь, на этой очень интересной площадке? Попасть на молодежь не так-то просто. Играет 800 команд от Калининграда до Владивостока. У нас крепкий дивизион, хорошие игроки. И через голосование студентов, мнение экспертов, через мнение спортивных журналистов отобрался Олег Черепанов. Это студент Башкирского государственного аграрного университета. У него прекрасная статистика. Он набирает 19 очков в игре. И он представит достойно нашу республику, наш город сегодня в игре. А какой номер у него? 99, Восток. Болеем за 99-й номер. Все болеем за Восток. Антон Артеменко. В отборе сегодня будет просто астрономический счет. Это твои друзья где-то там. Тренер здесь. А еще кого-то видишь? Ну, знакомые глаза, родные глаза, видишь? Давай я скажу 3-4, ты громко крикни «Мама». Мама. Хотите волшебство? Они не виделись более полугода. Мама из Узбекистана на матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола Шухра. Вот такие мурашки, вот такие. Сын победил на ее глазах, заработал очередной трофей, но самый главный приз – это объятие самого близкого человека на планете. Аплодисменты – это сила баскетбола, это сила семьи, любви. Настоящее волшебство сегодня творится в Уфа-арене. Ради Фаридович, как атмосфера? Супер. Ну вот видите, праздник, настоящий спортивный праздник. И это же здорово, что к этому празднику имеем отношение мы, Конечно, Республика это для Башкортостан. нас вообще большая честь, что они выбрали нас для проведения матча звезд. Но мы сегодня проведем снова переговоры, скажем, что наши двери всегда открыты для таких больших мероприятий. Вот сколько народу, сколько студентов наших пришло, получило удовольствие. Спасибо. От баскетбола к хоккею. В одной из рабочих поездок по региону глава Башкортостана Ради Хабиров побывал в селе Верхние Татышлы Татышлинского района. Там, на крытом ледовом катке, тренируются взрослые и дети. Народу много занимается? Да, у нас вот детской хоккейной лиги, первенстве играем республики, юношеская хоккейная лига, молодежные студенты. И вот в черной форме у нас это взрослые, кому за 40, кому 50. Вот сами мы играем. У нас капитан команды. Лед один? Да, лед один. Лед один, такой игровой. Наверное, все время занят. Да. И массовые катания организуем. После занятий, конечно. Пожалуйста, Мы и днем, и вечером играем. Ощущение есть.
А летом здесь футбол. Я тоже с этой недели на коньки стану, я не умею кататься. Надо ради парити. Все, вот так, нормально, хорошо, отлично. Улыбаемся. Фрич, я первый раз вижу каток Я тут крытый. сам первый раз вижу, и очень хороший, интересный проект. Это здорово, что есть возможность заниматься. Смотрите, как Да, катается да. хорошо. У меня душа радуется, когда я вижу, что в наших уже сельских территориях появляются хоккейные коробки, появляется возможность заниматься хоккеем. Ну, знаете, наверное, когда-то мы придем к тому, что вот сейчас мы боремся над тем, чтобы в каждом муниципалитете у нас был бассейн. А нам нужно их 16 сейчас построить. А когда-то мы замахнемся, дай бог нам, чтобы в каждом муниципалитете был свой закрытый ледовый каток. У нас уже, кстати, есть в Чекмагушевском районе ледовый каток, то есть у нас уже в сельских районах появляется. Так что посмотрим. В Верхних Татышлах – крытый каток, а в Раевском, Альшеевского района, физкультурно-оздоровительный центр. Его открыли в сентябре 2020 года, когда в феврале 2020 глава Башкортостана Ради Хабиров был там с рабочей поездкой, спортивный комплекс с бассейном еще строили. Так, строить начали 18-й год, 4-й квартал. Зиму зашли фундаментом, да, конечно, были. Большой такой район и без бассейна, да? Да. Район спортивный вообще. Ну, это через мужской зал, да? Значит, здесь кабинет врача. Здесь раздевалка для спортзала, мужская и женская. И, собственно, спортзал. Одноэтажное здание, да? Здание одноэтажное. Вот здесь понятно, что габариты такие. Ради самое главное, очень большой спортзал. У нас ФОП есть, там зал небольшой, раза 3 меньше, но это будет уникальное сооружение. Я давно не видел такого. На улице такой построили, хороший зал. Все игровые. Как большое футбольное поле. Да. Ну, здесь все виды игровые. И мини-футбол, и баскетбол, волейбол, гандбол, все игровые виды. Сколько стоит? Стоимость 165. С оборудованием полностью. Полностью, да. Ну, хороший же проект. Да, хороший. Точно вот мы такой это- же в Шаране строим. А вот то, что мы 16 бассейнов, там районов, вот примерно такие будем строить? Ну, да? там же есть некоторые просто чисто бассейны есть. Да, А есть есть как смог, ну, сколько примерно такие будут, да? Сколько вот такой, Да. да? Такой же проект у нас в этом в Ишимбае. Точно такой же построен. Да. Ну, люди ждут, наверное, Да. Потом студентов надо детей научить плавать, школьников сюда водить. Да, ну, я с коллегами общаюсь, где-то по 10 миллионов говорит, в год обходится содержание. Но у нас в нашем районе ни одна секция, платных секций нет, все бесплатно. Вы же можете Вот тут сейчас думаем, платную часть сделать. платная часть для взрослого, может, придется, но Конечно. детям Для придется взрослого обязательно надо платную часть. Конечно. бесплатно тоже. Дети все спрашивают, Дети это вот бесплатно, они могут там до 6, например, пусть с утра до 6 плавают, да? А после 6, посмотрите, как в других районах. Детям все у нас бесплатно, даже катки, все. Правильно. Ни одного Детям нет. бесплатного, платной секции нет. Деревнях не надо. Ради Фрич, сдадут уже этот объект? Сдадут. Его действительно переносили несколько раз. 3 раза, по-моему, перенесли. Да. Ну, вот это вот из той программы, эта программа началась, но мы ее тоже включили. Вот 16 бассейнов мы должны достроить до 2024 года. В каждом муниципалитете будет бассейн. Спасибо. Из Альшеевского в Шаранский район, в село Шаран, в сельский центр детского творчества и спорта. Его воспитанники участвуют во всероссийских и республиканских соревнованиях, фестивалях, добиваются высоких результатов. Работает центр на базе бывшего кинотеатра. Наш центр детского спортивного творчества, смотрите, вот наша площадка, является оператором по внедрению комплекса готов труда и оборудования по муниципальному району Шаранский район. Из федерального бюджета мы получили вот площадку ГТО на сумму 2,5 миллионов рублей. И здесь 26 тренажеров на различные виды мышц и также тестирование ГТО.
Удобная, да? Да, очень удобно. Вот это вот. тренажеры. Да, Очень удобно, все очень долговечное, то есть все обработано таким образом, что хватит на долгие года. Да. Зимой не стали. То есть это мечта района, как бы. У нас было хорошо, будет еще лучше. Да. Bizim mında da bir mikrorayон. Mana shunda xalq yurganda даже чтобы munda kirsin, заниматься этим. Да, за последние года здесь проведен ремонт по фасаду здания, по кровле, по санузлам, асфальтирование, ограждение, по освещению, канализации. Вот фасад здания, видите, у нас какой красивый. Регалии. У нас ребята заходят по национальным видам спорта в команду Республики Башкортостан, где выступают в честь республики, отстаивают на международных и на всероссийских соревнованиях. В прошлом году у нас воспитали одного мастера спорта, 5 кандидатов в мастера спорта по борьбе на поясах, 2 по национальной борьбе куреш. А секции здесь вот какие здесь Здесь секции? у нас проводятся секции по национальной борьбе куреш, вольной борьбе, дзюдо, есть гимнастика здесь. Также укрепляют у нас ребята, наши воспитанники, мышцы свои. Здесь же ведется и творческое направление, там кабинеты у нас есть. Хотел спросить, я говорю, где ребята? Потом вспоминаю, я же сам запретил заниматься. Мы вот ждем. Потерпите немножко. Чуть потерпим. Лучше потерпим, чем болеть будем. Радик Фаридович, да? Впечатление от спортивного комплекса какое? Вы же все-таки спортом тоже на «ты» уже с детства. Ну, очень хороший. Я вообще любому спортивному сооружению радуюсь. Вот молодцы, они очень по-хозяйски подошли на месте кинотеатра. Так бы он разрушился, глядишь. Они его почистили, сделали хороший, самый настоящий хороший борцовский зал. Вот, активные ребята, молодцы. Каких видов спорта еще вот можно добавить, как считаете? Здесь мы идем сейчас, у нас же немножко перерыв по нашей программе бассейнов, вы знаете. Мы до 2024 года, я эту задачу не снимаю, мы должны в каждом муниципальном районе, чтобы был бассейн. Вот здесь вот тоже бассейн строится. Немножко только надо подтолкнуть эту всю историю. Поэтому скоро у них будет бассейн. Столько забот, столько дел, что... Ну, хорошо, что везде, вот я сегодня в Бакалах, в Шаране, команды работают, стараются, двигаются. Спасибо. Город Уфа – бассейн «Нефтяник». Еще один долгожданный спортивный объект в Республике Башкортостан. В 2020 году его все же реконструировали, но с достаточно серьезными задержками. Раньше в бассейне «Нефтяник» была активная жизнь, и пловцы хвастали большими победами. Но постепенно здание ветшало, капитального ремонта не было здесь 50 лет. После реконструкции в бассейне «Нефтяник» утеплили стены, полностью заменили инженерные коммуникации, установили новые системы хлорирования и водоочистки. Когда глава Башкортостана Ради Хабиров в августе 2020 года был в бассейне «Нефтяник» с рабочей поездкой, по сути, все подготовили к открытию. Но возникли сложности с оформлением документов. Генподрядчик приступил к работам, причем выполнили внутреннюю отделку, чашу бассейна, перекрытие. Это капремонт или реконструкция? Да? Считается как реконструкция, но изначально планировался как капремонт. Фасады полностью заменили, монтированные фасады, здание утеплили, заменили. Да, идемте. Заменили чашу. Отделку. Дополнительно здесь предусмотрены зоны МГН для инвалидов, лифты, подъемники. Сохранили ту же чашу, 8 дорожек. Полностью чашу отделали заново. Та зона проходная вдоль дорожек, там плиты меняли вообще полностью. Обновили внутреннюю отделку, частично заменили стеклопакеты. По нормативам пожарным добавили приводы открывания створок. Единственное, что сохранили, это эту прыжковую зону. По первоначальному проекту она шла под демонтаж, но практически единственная прыжковая зона республики. Пока ее оставили, там уже дальше, наверное, эксплуатант будет определять, будет эксплуатировать или нет.
Глава Республики Башкортостан Ради Хабиров довольно часто ездит по региону. В некоторые муниципалитеты по нескольку раз. Так, в 2020 году в Уфимском районе руководитель региона был 7 раз, в Стерлитамаке – 6, в Баймакском районе – 3, в Ишимбайском, Аргазинском, Хайбулинском, Кигинском, Чешминском районах, а также в Нефтекамске и Сибае по 2 раза. Один из городов Башкортостана, Сибай, в 2020 году отметил 65 лет со дня основания. К празднику, как и водится, все самое лучшее. В городе ремонтировали дороги, благоустраивали дворы, сдавали социальные объекты. Один из них, подростково-молодежный клуб «Ирандык» в микрорайоне Горный, торжественно открыли в августе 2020 года. Добро пожаловать в многофункциональный клуб «Ирандык». Спасибо. Дезинфектор, обработка, температура, все как положено. Нормально? Да. Масочки, пожалуйста. Вы знаете, делая подростковый клуб, мы делаем ее вместе с ребятами, вместе с тренерским составом. Пожалуйста, вот тренер у нас есть. Это мы с вами планировали под что? Под тренажерный зал. Под тренажерный зал. А тут станет что-нибудь или штанги какие-то? Да, вот здесь, конечно, все на высшем уровне, спортзал огромный. Спасибо, конечно. Но, конечно, не помешало бы еще у нас разнообразие инвентаря. А так, вот глава обещает сделать, в общем, все великолепно. Ну, мы, думаю, вместе с УГМК холдинга эту тему реализуем. Хорошо, спасибо. А так зал великолепно, огромное спасибо. Детям очень нравится. Здорово. Спасибо большое. Здорово. Спасибо. Нет ничего лучше Спасибо. спорта, это я согласен. Следующее направление, которое реализуется – художественная гимнастика. Посмотрите, Здравствуйте. какие у нас малышки. Здравствуйте, Здравствуйте. ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Порадуйте нас. Это будущий наш олимпийский лидер. Художественная гимнастика. Художественная гимнастика, да. Мы так хотим, чтобы нас развивалось. Смотрите, какие малышки. Обязательно, конечно. Обязательно надо. У нас тренер, выучился тренер, я говорю же. Вот. Смотрите, какая гибкость у детей, да? Такие малесики. Все они у нас будут олимпийскими чемпионками. Дай бог. Да. Молодцы. Молодцы. Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо. Следующее направление нам очень нравится, что единственный подростковый клуб может даже в республике со своим двориком. Посмотрите, какой у нас замечательный дворик. Здесь мамы, дети, молодежь. Первая площадка, которую мы вам хотим показать, это наша площадка. Мы уже в этом году завоевали более 4,5 миллионов. Это по фонду президентских грантов. Президент России. Да, да. А у вас сколько детей здесь занимается? У нас 60 детей на бесплатной основе по счету гранта. Пометьте, давай подайте на мой грант. Да, Мы его увеличим. да. Я немножко Главы дам. республики. Ладно? На грант главы республики. Они молодцы. Вот Сибай, Я они хочу говорить. настолько Вот, сейчас работают нет, по просто грантам. прям Да. поручение Мы организуем все. Подаришь? Ты мне подай, а я тебе тоже медяк подарим, да? Подпись надо, Мечта сбылась. Надо подпись попросить. Да. А, подпись. Подпись на память, да. Надо. Художника. Камила, напиши свое имя, Камила. Имя, фамилия, да. Телефон бар ма? Значит, напишите подарок тоже. Все, я понял, да. Все. Как зовут тебя? Камила. А фамилия? Юнусова. А почему ты нарисовала Ради Фаритовича? Ну, Ты по памяти, по фотографии как рисовала? по фотографии. Фотографии? Молодец, он очень похожий. Удачи тебе. Спасибо. Можно такую же площадку на Южном? А У нас где там так много Ну, Южный тоже, у нас 10 детей. поселков же. Поэтому мы занимаемся, она будет. Ну, в следующем году, да? На следующий год. Не в этом. Вот смотрите, он обещает, в следующем году она будет. Спасибо. Спасибо, спасибо. Договорились? Ну, запланировали. Спасибо Запланировали. большое. Спасибо, спасибо, хорошего настроения.
И снова возвращаемся в Уфу. В октябре 2018 года 7-летняя спортсменка из столицы Башкортостана Даша Крутько на одном из соревнований попросила президента России Владимира Путина выделить деньги на центр для занятий гимнастикой. В результате центр в Уфе строит и достаточно активно. Глава Башкортостана Ради Хабиров бывает там часто. Одна из его поездок состоялась в августе 2020 года. Ну, в целом объект, что из себя представляет? Большой комплекс с гимнастическим залом, с большим. Я знаю, я его изучал еще тогда. Вот, в настоящий момент генподрядчик активно ведет работы, монтирует металлоконструкции. Когда хотите завершить? По графику у нас октябрь 2021 года. Октябрь 2021. В этом году раньше стоит задача полностью сделать каркас, укупорить, подать тепло и зайти в зиму с отделкой. Ну да, чтобы уже осенью. То есть в следующем году осенью сдаем, да? Да. Для нас это главная задача, мы ее исполним. Сколько здесь квадратных метров будет? 8,5 тысяч. 8,5 тысяч, да? Площадь, да. Август 2020-го оказался в графике рабочих поездок главы Башкортостана Ради Хабирова самым щедрым на спортивные объекты. Так, в этот летний месяц в Орджоникидзевском районе города Уфы Ради Хабиров посетил строительную площадку будущего крытого футбольного манежа. Это болезненный и очень востребованный в столице региона спортивный объект. Здравствуйте, обрабатываю. Давайте. Да, спасибо большое. Ну, туда ходить не будет? Здравствуйте, я Александр, начальник участка. Да, очень приятно. Участка. Самара? Да. Ну как? Успеете? Стараемся, конечно. Сейчас вот подпорную стенку делаем, фундаменты, закладные детали устанавливаем. Пока все в графике. У вас опыт есть такой, да? Да, мы и спортивные комплексы, ФОКи строили по аналогичной системе. Мы сейчас вот здесь находимся, где-то примерно. Вот само здание, находимся вот в этой зоне. То есть тренировочное поле, круглогодичный спорт. Это большое поле прям, да? Это поле прям как футбольное, оно размеров тех же. Самое главное, у нас дети не будут мерзнуть по зимой, потому что сейчас они и в минус 20, и там это приходится, потому что это стены сэндвич-панели или что? Сэндвич-панели, совершенно верно. А сэндвич-панели где будете брать? Там, скорее всего. Ну, скорее всего, все здесь будем. Берите здесь, тут же плечо, короче. Ради Фрич, мы ведь не остановили в Башкортостане ни одну стройку, несмотря на коронавирус. Нет, некоторые остановили. Остановили все-таки. Скажем так, я всегда это с горечью говорю, самую стройку, которую я лелеял, пестовал. Дворец борьбы. Дворец борьбы. Я пока... потому что это очень дорогой объект, дворец борьбы. А для меня, честно говоря, например, я выбирал между онкогематологией детской или дворцом борьбы. Ну, мы все посоветовали, что решили онкогематологию. Это важнее. Дворец борьбы мы построим. У нас время еще есть, построим. Спасибо. Далее в Зауралье, в Баймак. Прямо в центре этого города есть спортивный объект – стадион «Труд». Его начали строить еще в 2013 году, но так и не ввели в эксплуатацию. Глава Башкортостана Ради Хабиров был в Баймаке на стадионе «Труд» дважды – летом 2019 и осенью 2020. Так, что делаем? Я уже сюда второй раз приезжаю. Нет, третий раз. Можно доложить? Давайте. Ради Фаридович, в соответствии с вашим поручением в 2019 году было обследование проведено. Сейчас прослали экспертизу, все, у нас суммы известны, 10 миллионов 300. В настоящее время определены виды работ. Виды работ, значит, включает в себя кровлю, замена кровли металлической. Она текла, да, вот это все? Да, вот это. Она некачественно была сделана? Она сделана... 4-5 лет у нее срок годности всего. Ну и сама по себе от воздействия ультрафиолета она портится. Сейчас на металлическое. Ремонт получается гидроизоляционного слоя вокруг, получается, внутри. Внутри все гипсокартон демонтируется, полностью убирается. Потом, значит, это все заново просушивается, запускается газ, отопление, вода, все. Объект
Вводим, получается. А вот трибуны все закрывают? Вот там мы как раз были наверху, по-моему, не хватает немножко, нет? Трибуны, да, ремонт трибун, покраска, я просто это не сказал, да, вот я быстро... Не, я имею в виду... Не, вот, Алексей Васильевич, кровля имеется в виду? Да, кровля она спускается, да, немного ниже будет она. Ну, профиль такой же останется. Ага, так. А в данный момент сейчас демонтаж начали кровли. Да, по контракту когда вы должны все сдать? Ну, думаю, на первомайские праздники мы уже выйдем на покраску. А, уже? Да. Ну да, внешний фасад, наверное, Внешний покрасить. фасад, всё, вот, да, трибуны да. покрасить. Так неудачно сделали. Я все равно наведу порядок и разберусь, чья вина здесь, это я занимаюсь сам. Но надо здесь завершить. И здесь территорию не запустите, да? Тут вот получается футбольная, беговая, да? Да. Беговая уже, видите, начала портиться, это все. Да, Ради Фарич, качество было желать оставить. Опять качество, да? Было такое. Здесь толком мы соревнования не проводили, вот во что превратилось оно. Ну а что этим что будете делать? Что это, когда мы это закончим, муниципальный бюджет, мы сможем сюда уже вкладывать свои средства. Тогда мы начнем обязательно вкладывать. А сейчас не можете? Бесхоз уже на сегодняшний день оформленный, мы ждем решения суда. Да. И по решению суда уже администрация городского поселения будет уже оформлять его на себя. Нет, все-таки давайте вы там мое поручение оформите, чтобы и муниципалитет подключился, чтобы вот мы летом приедем, когда вы уже полный комплекс мне сдавайте, ладно? А то там сделайте вот этот ужас. Скрывайте все тогда, получается. И это все тоже. Я же говорю, я буду разбираться, кто это все довел до такого состояния и так построил. Это безобразие вообще. Вот, я вот этот стадион уже здесь 3-й раз, и злости не хватает. Объемы-то маленькие, что тут объем? Я тоже не понимаю, что здесь. Ну все, то есть у вас все понятно? Да. Все сделать? Вот, да. Неужели достроим этот стадион? Вернее, не достроим, а дремонтируем его. Да, сделаем. Злости не хватает, но сделаем. И накажем тех, кто вот это сделал. Некачественно. Да. Спортивные залы. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочих поездках всегда интересуется, как там дела. Есть ли тренеры, хорошие ли условия. Но уютные и хорошо оборудованные спортивные залы – лишь часть задач. Главное – люди. Инициатива Ради Хабирова – программа «Сельский тренер». По ней специалистам, которые в течение 5 лет обязуются в сельской местности работать с детьми и заниматься их спортивной подготовкой, из бюджета Республики Башкортостан предусмотрены единовременные выплаты по 600 тысяч рублей. На эти деньги можно купить землю, дом или построить жилье, но обязательно в селе. В 2020 году в Башкортостане этим уже воспользовались 36 специалистов. Да, это уже школа, да, начальная школа. Второй этаж, 3-й этаж, начальные блоки. Кабинеты. Во всех кабинетах такие интерактивные установлены, да. Все условия соответствуют. Штат учителей тоже полный, да, все нормально. Да, 19 учителей. Дефицита вообще нет здесь. Спортивную борьбу в школу ввели в этой школе. А, вот она, открытие было. Да, открытие было 9. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. И Айгиз Юлаевич. 9 октября сертификат получил. Сертификат, сельский тренер. Ты получил сертификат, да? Да, он первым получил. Ага. Пацаны ходят, да? Ага. Брей курсы өттегіз ма, ма, лекционные. Я бедерай, ма, ма. У нас специализация спортивная борьба, Ради Фаритович. Берег основной ведь это курештал баргандар, перепрофилироваться италер. А вот у него, вот у Айгиз Юлаевича, Альмир Мухаммедовича, у них борьба, греко-римская борьба. Да. Молодцы. Зал үшін зор рахмет, балалар. А башка секциялар мында бар ма, греко-римский? Yok, на фокта бар ма, баймақта? Бар ма анда? Егітлер бар ма, тренерлар бар ма? Мектеп школа, Екі мектепте бара бар. Ради Фаритович, по вашему поручению мы предоставили список. 5 кандидатов предоставлено. Так, один получил. Так. 3 в этом году получит. И 1 боксер на следующий год уходит. Там я просил, чтобы Тимясова там борьбу тоже. Да, есть. Включили, да. У многих ошибка. Заходите, да? Хоть на рывком, хоть нырком. Заходите, таз у вас далеко. Почему?
Не должны. Вы должны всегда прижиматься. Я вам всегда об этом говорю. Не забывайте. Раз, зашел, прижался хорошо и закрутился. Все. Опа. Тут даже можно поглубже. Можно 2 балла забрать. Молодцы. Надо ради фотографию. Давайте фотографируем. А можно? На память. Мальчики, давайте построимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Балай. Спасибо, ребята. Удачи. Спасибо. Спасибо большое. Я... Очень рады вашему визиту. Да, давайте. Очень приятно. Будем поддерживать ваших ребят молодых, вас поддержим, еще будем строить. Развивайте, это самое лучшее, что мы детям в школе можем дать. Это мы в этом году 46 уже школ сделали, а план у нас до 2024 года 200 школ. В 200 школах мы сделаем это и будем проводить большой республиканский турнир как раз школьной борьбы, которые мы уже потихонечку... Я читал, там школьная лига называется. Школьную лигу будем проводить и так далее. А так, и еще раз говорю, что мы, несмотря ни на что, каждый год будем молодых тренеров вас поддерживать нашими грантами. Поэтому тоже заявляйте, я буду помогать. Ради Фаридович, спортзал у нас показан. Хороший, светлый. Тоже по вашему поручению, можно сказать, с резиновым покрытием спортзал сделали? Да. Очень удобно получилось. Красиво, светло. Спортзал. Там у нас раздевалки для девочек, для мальчиков, оборудование полностью. Душевые есть, все есть у нас. Да, отличный спортзал. Да. Отлично. Ради Фаридович, такого спортзала у нас в районе нет. Вот он появился. С таким потолком, с таким освещением, оборудованием, обеспечением. Они говорят, такого зала не было. Не было у нас, Сейчас еще ледовый-то мы построим все равно, правильно? Сейчас проектируем на следующий год. Проектируем, да? Сделаем. Считай, мы ледовый еще построим, уже получше будет. Потом порядок наведем в Баймаке, уже хорошо. Хороший дворец. А тут сегодня соревнования силачей. Урал-Батыр. Это очень интересное зрелище. Вы здесь не как глава Башкортостана, как просто житель. Предлагаю переходить к финальной стадии нашего турнира. Пожалуйста, уважаемый главный судья, помощник судьи, все на исходную. Готовимся. Мы готовимся к заключительному нашему 5-му упражнению лонглифт. Это международное название этого упражнения. У нас в России принято его называть подъем бревна. Итак, просьба спортсменам сопровождать бревно, все-таки не бросать его, стараться не выпускать из рук. Напоминаю, что вес данного снаряда 130 килограммов. Задача поднять над собой на вытянутые, на прямые руки. Над головой, да, вытолкнуть. И, конечно, прямые ноги и прямые руки. Вот обратите внимание, сложно, конечно, дается, особенно Тагиру. Судя по всему, не свойственная нагрузка для атлета. Вот Тимур сейчас борется с весом, который превышает его собственный. Если бы не его поддержка, было бы, наверное, не по силам это сделать. А знаете почему? Потому что глава у нас спортивный, он сам спортсмен. Он понимает и знает цену всему этому. Только лишний пример. Мы когда верим в человека, когда человек, то, что он говорит, то, что то же самое делает, и вот это подкупает. Так, Ради Фаридович, вас сейчас только что так распиарили хорошо. Вы говорили, я приду сюда инкогнито, чтобы меня никто не видел. Не получилось. А я здесь себя не чувствую инородным телом. Я когда в спортивный зал захожу любой, вот эти шум, крики, запахи, это все, адреналин, это... И посмотрите, насколько маленький кажется человек на фоне этих... Самое главное, что вот я хочу для детей республики, чтобы каждый ребенок имел возможность пройти в зал. Он отсюда выходит крепким и физически, и самое главное, крепким внутри. Но мы создаем условия, Ради Фаридович, у нас достойные условия. У нас создаем
но мало еще. Это понятно, но движение есть. На самом деле движение есть большое. Мы и залы строим, мы и секции создаем. У нас спортивная поддержка для сельских тренеров есть, чтобы можно я было... сам перечислю, что есть, да. Но я имею в виду, просто нам еще надо пахать и пахать и пахать. Вообще, по-хорошему, минимум там 4-5 лет, вот уже как-то можно какие-то результаты. Я думаю, что... А так, чтобы мы создали условия для спорта, сопоставимые там условно с Москвой, с Питером, то нам еще лет 10 надо. А какая у вас цель вообще в спорте? Вот вы говорите создать достойные условия, а вот так, если перенестись на 4 года вперед. Мы, Башкортостан, спорт. Что это? Я вот не буду, конечно, важно, чтобы спорт высших достижений был, но спорт высших достижений как раз является результатом массового спорта. А массовый спорт – это материальная база. Вот материальная – это поправить, развить инфраструктуру спорта в муниципальных образованиях. Ну, условно, вот мы говорим, в каждом муниципалитете, чтобы был бассейн. Мы пока 16 строим. Нам еще, это да, этап. и мы завершим. Нет, зачем? Вот мы построим 16, у нас же, они же есть все же это время. Бассейны в каждом районном центре. В каждом муниципалитете, да. Условно, сейчас мы переходим в строительство на ледовых дворцов. Вот мы в Баймаке начинаем строить ледовые дворцы. Весной завершим строительство в Ишимбае. Значит, я еще в одном муниципалитете, пока не хочу говорить, строим. То есть людям нужно сейчас ледовые дворцы. Дальше, значит, надо провести капремонт очень многих фоков в районах. Их много построили в свое время, много внимания уделялось, но надо их привести в порядок. Потом, безусловно, надо продумывать и дальше все связанное с тренерами. Они стареют. Вот тема «сельский тренер» – это ответ на это. А у нас и в городах тренера, в общем-то, уже довольно немолодые люди. Они по 2-3 места совмещают, чтобы зарабатывать. Да, а молодежь не очень идет. Вот надо подумать, как поднять престиж. Ну и, конечно, это построить уникальные спортивные объекты. Ваша мечта? Волейбол, борьба, футбол. Вот 3 больших объекта. Но центр спортивной борьбы, вы ему дали старт, потом отложили, потом опять. Вот все-таки он будет? Конечно, будет. Но я правильно сделал, потому что те деньги, которые мы закладывали в этом году на борьбу, ушли на пандемию. А на следующий год у нас деньги есть на начало, на строительство его. Вы довольно спортивный человек сами, занимаетесь спортом, находите все-таки время? Я для себя открыл хоккей. Вы обещали научиться кататься? Я научился, я играю. Быстро катаетесь? Вы нам не разрешаете снимать тренировки, мы о вас вообще ничего не знаем, как о хоккеисте. Мы скоро проведем игру, но и выйдем. Пока стесняемся. Мне стыдно выйти на лед и падать все время. Я, конечно, не падаю все время, но если уж выходить, и чтобы люди видели, надо что-то уметь. У вас в вашей семье маленький Фарид, сын ваш тоже на коньки стал? Нет, пока нет. Он маленький еще. Он приходит смотреть, но пока нет. Спасибо.